Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Программа поддержки местных инициатив реализуется в республике с 2017 года. В 2020 году был внедрен опыт по объединению 4 проектов, реализуемых по принципу поддержки гражданских инициатив с участием жителей. В начале года объявлены итоги конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах на 2023 год. О победителях конкурса и проектах, представленных на обсуждение, мы поговорим с гостем студии Гаврилом Алексеевым, заместителем министра финансов республики. Гаврил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о победителях конкурса. Ну, как вы уже сказали, это вот недавно, буквально в январе месяце, было опубликовано постановление правительства, издано постановление правительства Республики Саха-Якутия, в котором были подведены итоги конкурса по реализации программы поддержки местных инициатив на территории республики в 2023 году. Я бы просто хотел отметить, что в 2023 году заявки, которые были поданы в конце 2022 года, у нас приняли участие 367 муниципальных образований и 445. Ну, это практически 72,5%. И у нас в общей сложности победителем является 283 заявки. Это практически 60% от общего количества заявок, которые были поданы на рассмотрение конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия у нас межведомственная. Как вы уже отметили, это получается у нас в соответствии с указом главы за номер 1542 от 2020 года у нас были объединены 4 направления. Это в проекте «Родные города и села» и программа поддержки местных инициатив и общереспубликанское управление движения добрых дел Республики Саха-Якутия, развитие комфортной городской среды, ну и, соответственно, это уже 4 направления, по которым мы отработали. И получается, вот если рассмотреть итоги 2023 года, у нас проходной балл составит практически 80%, 79,9%. И те муниципальные образования, которые прошли конкурсный отбор, это, соответственно, они уже, я думаю, главы муниципальных образований, они все уже знают. Вот буквально сейчас продолжается отчет правительства. У нас, соответственно, члены правительства выезжают на отчеты перед населением нашей республики. В каждом населенном пункте у нас уже конкретно любой глава, любой председатель ТЮРБе, общественного самоуправления, они все знают итоги. Когда они подавали заявки, кто выиграл, кто не выиграл. На основании вот как раз именно рассмотрения конкурсной комиссии и того проходного балла, который я уже назвал, 80 баллов, у нас уже определены победители. А сколько лет проводится такой конкурс? Программа у нас реализуется уже 7-й год. Она работает с 2017 года. И республика вот была одним из первых пилотных субъектов Российской Федерации, который принял самое активное участие в реализации данного проекта. Программа именно поддержки общественных инициатив. А каковы критерии отбора, каким образом были отобраны победители? Ну, тут, во-первых, самое главное именно общественная инициатива. То есть, получается, неравнодушные граждане объединяются, потом они готовят свой проект совместно с администрацией муниципального образования на территории какого-то конкретно взятого либо наследия, либо района. Они, соответственно, этот проект полностью готовят. И, соответственно, потом уже этот проект, после того, как он проходит общественное обсуждение и получает поддержку большинства населения, он, соответственно, выдвигается в качестве заявки на рассмотрение конкурсной комиссии. Каков порядок предоставления и распределения субсидий? Каков размер на поддержку одного проекта? Если до 2022 года у нас размер субсидий предоставляем на одну заявку, муниципальное образование, будь то городское, сельское поселение, муниципальный район, размер субсидий составлял 1,5 миллиона, то в 2023 году по неоднократным просьбам администрации муниципальных образований, соответственно, размер субсидий в этом году увеличен до 2 миллионов рублей. Поэтому получается, соответственно, на 500 тысяч рублей у нас произошло увеличение субсидий, предоставляемых по заявке муниципальных образований. Гаврил Юрьевич, какие проекты могут быть реализованы в рамках программы поддержки местных инициатив? Ну, это вот как раз именно на выбор населения. Это получается за исключением проектов, которые направлены на капстроительство. А это ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, потом, соответственно, приобретение специализированной техники, потом, соответственно, точно так же реализация проектов, связанных с реализацией проектов по водоснабжению, теплоснабжению, электро- и газоснабжению, улучшение качества услуг связи. Поэтому проектов действительно очень много. И каждый год тематика у нас меняется. А какие проекты пользуются наибольшей популярностью у населения республики? Прослеживается ли какая-то динамика? Динамика есть. И взаимосвязь между как раз именно заявками, подаваемыми ежегодно, она меняется. Вот в 2022 и 2023 году на первом месте у нас стоят именно конкретно ремонт
дорог. То есть, получается, это наибольший вопрос, который вызывает именно наибольшую беспокойность населения и интерес, соответственно. Во-вторых, это, получается, ежегодно меняется. Если в 2022 году у нас в республике была непростая ситуация с лесными пожарами, то, соответственно, в 2022 году заявки, которые подавали муниципальное образование на приобретение специализированной техники, они стояли на втором месте именно по уровню актуальности. А сейчас вот в 2023 году эта заявка она сместилась на 4-е место. А на 2-е место уже, если мы на 1-м месте, как уже отметили, это были именно ремонт дорог, то на 2-е место у нас уже, соответственно, вышли проекты, связанные с монтажом и обеспечением водоснабжения в населенных пунктах. Они стали по уровню актуальности на 2-м месте. На 3-м месте это конкретно благоустройство общественных пространств. То есть, получается, тематика зависит от изменения ситуации. Ну и там на 8-м месте, вот, что мы так отметили тоже, получается, это вопросы, которые связаны с улучшением качества услуг связи. Ну, соответственно, администрация муниципальных образований подает заявки, которые либо связаны с работой сотовых операторов, приобретение оборудования, репитеров для улучшения качества сигнала связи. Работа, то есть, от имени актуальности того или иного вопроса в конкретном населенном пункте. А вообще, насколько активны жители населенных пунктов? В Российской Федерации считается, вот с 2017 года начинается очень большая активность именно жителей нашей республики. В том плане, что у нас население очень активно. Были такие вот муниципальные образования. Это получается в Чурапчинском улусе, потом в других населенных пунктах, где на общих собраниях граждан принимало участие до 3500 человек населения. Это только на одном собрании. Это показывает то, что практически больше половины села, можно сказать, пришло и проголосовало. То есть людям не все равно, да? Людям все равно. Ну вот, с одной стороны, это может быть как раз именно программа поддержки местных инициатив, она будет общественное самосознание. Люди, во-первых, становятся сопричастными, они видят, во-первых, конкретный результат, который они хотят достигнуть. Во-вторых, контроль за расходованием бюджетных средств, именно по реализации того проекта, который они определили сами жизнеполагающим. Ну и, во-вторых, это прозрачность расходования того же бюджета. А в целом, каковы итоги реализации программы поддержки местных инициатив за период с 2017 по 2022 год? Ну, я здесь бы просто хотел отметить то, что реализация, во-первых, самое главное этот эффект, это то, что мы получили активизацию общественного самосознания. Люди стали более активно вовлекаться в процесс конкретно именно распределения финансов, части распределения субсидий на реализацию того или иного проекта. А во-вторых, получается, мы получили конкретные проекты. Вот у нас буквально за 6 лет, 7-й год мы пока не считаем, в этом году только начнется реализация проектов по 7-му году, 2023 году. А здесь именно то, что мы получили 338 объектов благоустройства. Это конкретно у нас получается общественное пространство, парки, скверы, места проведения цехов и другие. А потом у нас более 190 дорог отремонтировано, 118 единиц спецтехники приобретено. Я уже молчу о том, что у нас около сотни объектов культуры потом были отремонтированы в ходе реализации данных проектов. Ну и другие направления, которые были действительно такими актуальными. Ну и то, что, соответственно, у нас во многих населенных пунктах, это получается 69, по-моему, если я не ошибаюсь, в которых, например, соответственно, у нас реализованы проекты подключения к центральному отоплению. Ну и, соответственно, вот это 118 объектов, в которых подключен локальный водопровод. То есть в летнее время люди имеют возможность спокойно снабжать свои личные подсобные хозяйства хозяйственной водой для полива теплиц, для хозяйственного водоснабжения. А насколько активно население в северных районах? Но у нас вот как раз процесс рассмотрения заявок и подачи заявок, он идет в 3 окна. Первое окно – это, получается, городские и сельские поселения и муниципальные районы с численностью населения до 10 тысяч человек. Второе окно – это конкретно, получается, городские поселения с численностью населения свыше 10 тысяч человек. И третье окно – это конкретно для арктических улусов. И вот, получается, в заявках 2023 года было подано 60 заявок. Ну, получается, все 13 арктических улусов, они спокойно могут принять участие, и победители, соответственно, выиграть. А какие проекты там пользуются спросом больше? Там, в первую очередь, пользуются спросом вопросы, которые связаны с благоустройством. Мы вот проанализировали, и потом по качеству связи тоже вопросы,
которые являются как приоритетными для альтийских умусов. В каждом умусе она своя специфика. И, соответственно, выбирают разные направления. Каковы перспективы развития инициативного бюджетирования в республике? В 2023 году наша республика стала одним из первых 10 субъектов Российской Федерации, в котором будет реализовываться пилотный проект инициативного школьного бюджетирования. То есть, получается, школьники, которые обучаются в общеобразовательных школах, могут принять участие конкретно именно в данном направлении. Инициативное школьное бюджетирование. То есть, получается, школьники могут принять участие в распределении школьного бюджета. Сумма там, получается, она тоже пока не такая большая, но, по крайней мере, у нас в этом году, буквально в декабре месяце, мы совместно с Центром инициативного бюджетирования научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации провели семинар, обучающие мастер-классы именно конкретно для школ города Якутска и поселка Ажатай. Получается, у нас определено 8 школ. Это конкретно 2-я школа, 7-я школа, 30-я школа города Якутска, школа АИКГТ, Якутская городская классическая гимназия, потом сельских школ, Хатасская средняя школа городского округа города Якутск. И 2 школы – это городского округа поселка Ажатай, 1-я и 2-я школы. И получается, эти 8 школ, они будут участвовать именно конкретно в данном проекте. Аналогично такой проект уже реализуется буквально, если в этом году 10 субъектов, то в прошлом году было 5. На территории некоторых субъектов. Татарстан, Калининград, там, где были реализованы такие пилотные проекты. У нас здесь принцип какой? Принцип действительно очень простой. Просто получается у детей, как наш руководитель Центра инициативного бюджетирования Минфина России Владимир Владимирович Вагин сказал, он говорит, дети видят мир по-иному. И нельзя ограничить их именно в реализации тех проектов, в котором они проводят большую часть своего времени. В школе они же действительно проводят большую часть своего времени. До обеда занятия, после обеда факультативы, кружки. И поэтому, если они хотят улучшить конкретно ту или иную школу под себя, то мы, соответственно, просто не должны им препятствовать в этом. Гавриил Юрьевич, спасибо, что ответили на наши вопросы. Пожалуйста. До следующей встречи. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.